Вначале была поэзия, ведь начинал он как поэт. Так назывался вечер поэзии, посвященный величайшему писателю современности Фазилю Абдуловичу Искандеру. Поэт родился 6 марта 1926 года в городе Сухум. Русский писатель, поэт и сценарист, которого называли певцом Абхазии, воспевал жизнь и быт абхазского народа. Его работы наполнены мудростью, добротой и иронией над человеческими слабостями, понятные для всех поколений. У Фазиля Абдуловича и язык, и тема были всегда на самом высшем уровне. И все его творчество, да, он любил говорить так, что Господь человека Адама изгнал из рая. Да? Я своим творчеством хочу показать ему путь обратно в рай. Да? В конце концов, одна из главных вещей в его жизни и в творчестве было слово «совесть». И я закончу сейчас его фразой, процитирую его. В книге «Время счастливых находок». Все потерянное можно вернуть, даже потерянное время. Вот только потерянную совесть еще никто не мог найти. Но это не так страшно, если учесть, что по неосторожности совесть потерять нельзя. Для Абхазии Фазиль Искандер был не просто писателем, а главным культурным послом, который открыл наш край всему миру. Его смерть 31 июля 2016 года стала для Абхазии общественной трагедией, которую народ воспринял как потерю близкого родственника. Честно говоря, смерть Фазиля стала шоком. Ну, в том плане, когда вот первый раз я об этом услышал, для меня это был шок, и я, чтобы долго не объяснять свое состояние, лучше прочту стих, который написан в тот день. Это 31 июля 2016 года. Нужные не надо искать слова. Они придут, когда иссякнут в очаге дрова. Огонь погаснет, и в самом центре лета ночная вдруг обрушится гроза. Небо, одевая в осенние холода, не надо нужно искать слова. Они родятся в тишине познаний, когда в безвременье вселенной уйдут твои года. Юлия Инек, директор библиотеки, отметила, что великий философ и гуманист не мог не предвидеть тех изменений, которые происходят сейчас во всем мире, а именно подмену человеческих ценностей, победу зла над добром, право сильного над слабым и многое другое. Все эти темы отражены в творчестве поэта. Абхаз до мозга костей говорил «Ауюду-юзду иламасауб», что в переводе означает «человека делает человеком совесть». По словам Юлии Инек, если бы данный тезис каждый из нас применял в своей жизни ежедневно, то жизнь нашей Богом данной земле улучшилась бы. Вечер поэзии собрал как современников поэта, так и молодое поколение. Они зачитывали отрывки из его произведений, читали стихотворения, а также пели песни. Дарвина великие старания, эволюции всемирная волна. Если жизнь – борьба за выживание, совесть абсолютно не нужна. Верю я, в картине мироздания человек – особая статья. Если жизнь – борьба за выживание, выживать отказываюсь я. На солнце ягоды горели, голубоватые с боков. Они лоснились и чернели, как лак на панцире жуков. В мероприятии также приняла участие поэтесса из города Тамбова Мария Знобищева, член Союза писателей России, которая с такой трогательностью и любовью говорит об Искандере, что является наглядным примером истинной любви и понимания творчества великого писателя. Для меня, как для библиотекаря, много занимающегося с детьми, творчество Фазиля Искандера – это билет в вечное детство. Билет в ту страну, где сердце человека остается вечно юным, где оно открыто красоте, где человек равен званию поэта, а поэт равен высокому званию ребенка. Вечер был организован совместно с Рустрамом и учащимися второй средней школы имени Пушкина. Проведение таких мероприятий крайне важно. Они не просто хранят память о поэте, но и помогают молодым людям найти в его мудрости ответы на вопросы сегодняшнего дня, а также сохранять связь времен.
Ирина Богателя, Данил Ханагуа, Абхазское телевидение.